Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему: кто за вами тайно следит. И если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, много за вами людей следит. Вы очень яркая личность, вы очень отличаетесь от всех тех, с кем общаетесь, от всех тех, кто рядом с вами находится. Яркий человек, подобен звезде. А еще здесь по звезде, скорее всего, у вас есть какой-то уникальный дар, уникальные способности, ну и вы обладаете уникальной красотой. Вот как притягиваете взгляды, вы как магнит притягиваете взгляды не только мужчин, но и женщин. Вы интересны всем. Всем интересно за вами наблюдать, всем интересно о вас поговорить. Ну, вы, наверное, это и без меня знаете, да? Что о вас говорят, что на вас любуются, смотрят, там, обсуждают, рассуждают по поводу вас. Это и есть. Так, кто за вами тайно следит? Ну, здесь показывают мужчину и женщину, они вдвоем. Вдвоем за вами тайно следят, тайно наблюдают. Мужчина следит и прям сердце ёкает, когда вас видит, либо что-то о вас узнает. Ну, допустим, они могут следить за вами в соцсетях. Они могут следить за вами через кого-то, да, видеть вас чужими глазами. То есть тот, кто знает вас, знает их, и им постоянно о вас рассказывает. У мужчины сердце замирает и много сожалений по поводу вас. А у женщины наоборот. Прям зависть к вам идет. Зависть, негодование и такие вот мысли, да, почему вот она так живет, почему ей все, а мне типа ничего. Еще здесь так показано, что эта женщина в свое время вам как будто бы дорогу перешла. Возможно, эта женщина у вас мужчину увела, да? И это ваш бывший и его настоящая за вами сейчас наблюдают. Вот эта женщина, она даже как-то вас винит в том, что у нее как жизнь не случилось, не сложилось, либо все плохо в жизни у нее произошло. Вот мужчина, который рядом с ней, он то ли пьет, то ли гуляет, то ли пьет и гуляет. Ну, в общем, такой, знаете, никчемный образ жизни ведет. А она за него держится прям руками и ногами. И как жизнь у нее, да, с ним не очень хорошая, как кошка с собакой живут. И вот она вас винит, что, дескать, это из-за вас. Она его у вас отбила, получается, да, забрала, увела там обманным путем, чем она его там увела, приворотами. И вот она с ним мучается, мается, и это типа из-за вас. Вот. Завидует вам эта женщина, потому что она, видно, хотела ваше место занять, либо вами хотела стать. А видите, как все обернулось. Чтобы вами стать, надо вами родиться, а не так, как она думала. Она думала, что мужика у вас заберет, да, и счастливой с ним будет. А нетушки. Нетушки. Наоборот, она вам даже как услугу сделала, да, потому что мужчина непутевый. Непутевый и какой-то он, знаете, как неприкаянный, что ли. Может быть, из-за приворота он таким стал. Может быть, он всегда таким был. Ну, в общем, вы уже о них не думаете, не вспоминаете. Это как прожитые, да, дела давно минувших дней. А вот они все никак успокоиться не могут и за вами следят. Мужчина следит, потому что сердце до сих пор к вам неровно дышит. А женщина, потому что она до сих пор вам завидует, до сих пор очень сильно на вас злится. Как-то так мне идет. И еще, мои хорошие, кого-то отыграются, что эти мужчина и женщина, это как мать и сын, да, и что
эта мать, она была против того, чтобы вы с ее сыном были, и она всеми неправдами, правдами, неправдами разрушила ваши отношения, сыночка к себе забрала, а он непутевый, понимаете? Может быть, с вами бы он человеком стал, а так вот непутевый, неприкаянный, то по девкам бегает, то с мужиками бухает, да? И вот как бы вроде и сынок на руках, а вот что с ним делать, непонятно, да? Никому он не нужен. И вот они оба за вами следят, но с разными помыслами. Так, еще здесь показывают упрямого мужчину. Очень упрямый мужчина, на козла похож. Может быть, он под знаком Овна родился. Характер – это его, ну, я не знаю, боль. Это его наказание. Очень плохой у него характер, но он постоянно вокруг вас как будто бы кружит. Он лично за вами следит. Он даже специально иногда какие-то крюки делает, чтобы вас увидеть, либо ну, хотя бы как-то со стороны, со спины на вас посмотреть. Очень дурной у него характер, очень дурной. И этот характер, ну, счастья его лишил, ну и лишает по сей день. Вы то ли общий язык с ним не нашли, то ли он как-то начал себя вести как собственник, а вы такая: да пошел ты, да, не буду я с таким общаться. И вот он и разлюбить вас не может, и гордость свою подавить не может, вот, чтобы к вам прийти и помириться, да, чтобы меняться, чтобы стать другим. Но до сих пор вас не отпустил, до сих пор считает, что вы, ну, как его женщина, что ли. Вот как-то так, да, у него видно еще и раздутое эго. Хотя мужчина, он очень красивый и ну, состоявшийся, состоятельный, у кого-то отыграется. За ним другие женщины вот прям бегают цепочкой, гуськом бегают. А он с ними не хочет, он только вас хочет. Но вот какая-то причина, как гордость получается, да? Гордость не позволяет ему вам о своих чувствах сказать. Знаете, как этот Цербер, да, охраняет вас. Очень боится, что вы с кем-то другим сойдетесь, и все, будете для него навсегда потеряны. Да, мне кажется, что он Овен. Или Козерог, тоже может быть Козерог. Вот дурной характер, эгоист, горячий, как что так сразу там в крик, вор, что он может там бузить очень может, да, ревновать очень сильно может, вот, чтобы ему все подчинялись, вот как он скажет, чтобы так и было. А вы такого не потерпите. Вы сама себе авторитет, вы сама себе голова. Вам не нужны сильные мужчины, да, которые за вас думают. Вы и сами за себя подумать сможете. Вот как у вас что-то наклевывалось, но не пошло, да, вот именно по вине его отношения, характера, поведения. И вы уже как-то о нем тоже не думаете, либо махнули рукой, думаете: ну зачем мне такой придурок, да? Ну что я буду мучиться с ним? Зачем мне вот это портить нервную систему? Да, хороший, да, симпатичный, да, состоятельный, ну не мой, не мой вариант. Я не готова терпеть, я не готова подчиняться. А вот он до сих пор не смирился. Кстати, он еще и как руководящую должность может занимать. Все вокруг вас круги наматывает. Женщины вон по нему плачут, кипятком писают, а он вообще на них внимания не обращает. Да? Он только на вас зациклен. Бережет вас. Почему-то считает, что вы, да, его женщина. Так, еще вот здесь, скорее всего, на работе. На работе за вами наблюдают как другие сотрудники, либо кто-то из сотрудников. Наблюдают, потому что вы как-то быстро все делаете, быстро, правильно и очень эффективно. Да? Человек, скорее всего, как учиться у вас хочет, либо научиться, перенять мастерство. Но человек как-то неправильно это делает. Да? Если бы человек подошел, объяснился бы с вами, там, попросил, чтобы вы научили, вы бы не отказали, скорее всего, не отказали. Но человек как-то из-под тишка, наверное, из укрытия, да, за вами наблюдает. Человек моложе вас возрастом, это может быть и мужчина, и женщина, как перенять ваше мастерство хочет, овладеть вашим мастерством. Но опять же ошибается, да? Неправильный путь выбран. И как бы этот человек ни подсматривал, все равно как вы не сможет. Не сможет. Тут либо особый подход у вас, да, либо действительно вы должны поделиться какими-то секретиками. А так подсмотреть не получится. Еще на работе за вами наблюдают, кто-то вот высоко находится, то есть как начальник. Скорее всего, мужчина, руководящая должность. Вы этому мужчине очень нравитесь, но то ли
как не положено, да, нельзя на работе иметь служебные романы, то ли мужчина не свободный, может, вы не свободны. Вот он вами любуется, часто любуется. И еще могу сказать, что он о вас часто мечтает. Но здесь как бы нельзя, да, вот как в клетке этот мужчина находится. Он сам себе эту клетку организовал, сам в нее вошел, сам в ней закрылся. Но вы, наверное, скорее всего, чувствовали от этого мужчины, да, потому что он как-то странно на вас смотрит, всегда внимание на вас обращает, да, вот там здоровается с вами, там, о чем-то вас спрашивает, да, улыбается вам. Другим сотрудникам нет, только вам. Может быть, кстати, это не начальник, может быть, это какой-то чиновник, либо госслужащий, может быть, там, не знаю, представитель какой-то организации, но руководящая должность. И когда вы там бываете, в этой организации, либо в этом подразделении, этот мужчина всегда вот бежит навстречу, там что-то поздоровается, спросит, да, вот как оказывает вам внимание. Но тут как в клетке, он сам сидит в клетке, тут как нельзя. Но он вами очень интересуется, как живете, с кем живете, что у вас в жизни происходит. Ему как то ли помочь вам хочется, то ли что-то для вас сделать. Добрые, у него добрые помыслы по отношению к вам. А вот здесь образ, как будто бы это муж. Ну, мужчина, с кем вы проживаете, гражданский муж, либо официальный муж. Мужчина, который... Ну, давайте, девочки, скажем так. Вот если вы замужем, либо с мужчиной проживаете, это для вас. А мужчина, который постоянно как уезжает, да, может быть, у него работа связана с поездками, может быть, его целый день дома нет. Он за вами как-то следит, через какую-то технику следит, либо при помощи какой-то техники. Может, какие-то жучки, либо следящие программы, да, вот что-то в таком ключе, как шпион какой-то, да, агент 007. Он за вами следит не потому, что он вам не доверяет, а потому что он очень за вас переживает. Здесь как страх. Хочется вас всегда, вот видите, в объятиях держать, вот закрывать от всех бед, неприятностей. Может быть, он паникер у вас, да? Либо ну, что-то в прошлом такое произошло, его не было рядом, а вам нужна была его помощь, и он теперь до сих пор себе простить этого не может. Ему хочется вас защищать всегда, и когда он рядом, и когда его нет рядом. А тут не от недоверия слежка идет, а скорее, чтобы вас защитить. Какие-то программы. Вот мне идет какая-то техника, программы, следящие какие-то устройства, там, прослушивающие, что-то в этом ключе. Конечно, он от вас это скрывает, конечно, он не хочет, чтобы вы об этом знали. Может быть, вы его даже когда-то в прошлом ловили на чем-то, и теперь он вам типа пообещал, что он не будет, но он все равно продолжает. Вот, имейте это в виду, но цели у него, в принципе, положительные, да, чтобы вас защитить, чтобы быть в курсе, что с вами происходит, чтобы, если что, прийти вам на выручку, на помощь. Но при этом, да, от вас это скрыто. Ну, видите, какой заботливый, да, любящий, заботливый. Говорит, вот я не могу с ней быть 24/7, но зато я стараюсь какими-то другими способами ее обезопасить. Вот, но это как бы вмешательство. Вмешательство в вашу личную жизнь, да, такая слежка. Так, и еще один момент. Чьи-то соседи показаны. Но тут человек одинокий показан. Либо такой, знаете, человек-сплетник, может быть, у кого жизнь пустая. Да, это может быть потому, что одинок один живет, а может быть потому, что в жизни ничего не происходит, жизнь пустая, человеку скучно. Здесь человек постоянно пытается услышать, что у вас там происходит за стеной, либо за закрытой дверью. То есть не брезгует, действительно вот ухо приложить там, к стене, либо к двери, как подслушать пытается. Ну, ничего особо такого не слышит, так что не переживайте. Но это, конечно, смешно, глупо. Но человек это делает от скуки, от одиночества, от того, что жизнь абсолютно пустая. Как нет дела по душе, нет родной души, да, вот и так себя ведет. Что вас еще и подслушивают, это вы тоже должны знать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.